10 декабря. За бортом температура минус 12 градусов. И время уже 11 час. Я выезжаю сегодня один на проверку продольников, на проверку палок. Почему один? Я звонил вчера Ивану Григорьевичу. Григорьевич говорит: о, Гена, я еще с рыбой не разделался, там осталось там окуня почистить, только с язями расправился, там что-то он делал с рыбой, все. И самое главное, сегодня, говорит, ну, в смысле, завтра, то есть сегодня 10-го, должна, говорит, мне стипендия прийти. Стипендию, он так пенсию называет ласково стипендией. Так что, говорит, получу стипендию, если что, говорит, завтра приедем. Я ему говорю: Григорьевич, тогда езжу проверю, потому что 2 дня уже прошло с крайней проверки. Если была рыба, если уснула, возможно испортится. Зачем портить продукт? И самое главное, наживить по новой. Еду ненадолго, с одной ночевкой. Сегодня проверю, поймаю живцов в ловушках. Все по-новому насажу, завтра проверю, насажу. И следующая проверка с Григорьевичем, у нас уже будут свежие насаженные палки. В общем, как-то вот так. На улице прекрасная погода, ветерок небольшой, солнышко. С утра у меня выехать не получается, потому что пока школьников в школу отвез, кое-какие дела. 2 дня пролетело. Ну, первый день тоже разделывались с Валентиной с рыбой. Такую кучу рыбы тоже надо переработать. Это спасибо супруге, то что все она сама почистила, сделала, я только помог разложить по банкам. Законсервировали 15 банок язятины, так что рыбные консервы у нас пополнили запас. Налима так пожарили, поели. В общем, всю рыбу, то что привез, мы разделали. Теперь едем за новой партией рыбы. И будем надеяться, что нам повезет. В общем, встречаемся на реке. Так, а за бортом у нас вот такая прекрасная картина. Наша северная природа, наша тайга, наши зарастающие дороги. Но все-таки как это все прекрасно, это все наше родное. Вон ворон летит, вон ворон что-то ищет. Собаку, то ли зайца сбитого, может. Еще, друзья, скажу вам, у нас вокруг поселка бродят волки. Кто-то видел даже стаю до 5 штук. Не боятся, заходят прямо в поселок. Уже съели не одну собаку, рвут прямо с цепей, потому что бродячие собаки, они умные, видать, убегают. А дворовые собаки, которые на цепи, это легкая добыча для волка. Так что вот как-то вот так. Конечно же, взял с собой карамультук в чехле. Без этого никуда, тем более еду один. Лес, тайга. В общем, с карамультуком как-то спокойнее. Ну все, встречаемся. Встречаемся на ловушках. Поймаем живцов. Ну и дальше вы сами все увидите. Поехали. Итак, мы время 11:30 на ловушках. Ловушки на живцов. Для вас они вот уже выглядят вот такими готовыми майнами. Для меня же потребовалось полчаса работы, чтобы долбить вот эти 2 майны. Это у нас для больших ловушек. Так. Малявок не видать снаружи. Внутри что-то вроде бы есть. Это для маленькой. Ну что, давайте же посмотрим. Попалось, что не попалось у нас в прошлый раз.
Все живцы закончились у нас. Все мальки насаживал уже на нарезку язя. Сейчас посмотрим. Запас, конечно, нужен. Сегодня у нас 20-ка ведро. Потому что десятки я благополучно забыл дома. Собирался, спешил. В избе вроде бы 1 десятка есть. Оставлял. Ну что, смотрим. Надежда на прозрачную ловушку, конечно. Так, где она у нас? Вот она у нас. Вот она у нас. Так, ну. И прозрачная ловушка не подвела. Прозрачная ловушка не подвела. Мальки зашли. Даже вижу лягушку. Ну что, лягушка, путешественница? Работай. Если поймаем трофейного, мы тебя выпустим в озеро опять. Работай давай. Загадывай желание. Ты желание загадаю я. Ты исполняй давай. Так, здесь что? Здесь мало. Здесь вообще мало. Но есть. Штук десяток, наверное. Не знаю почему. Ну, прозрачную не лезу. Темную не лезут. Их, наверное, надо уже убирать. Смысла нету. Смысла нету их держать. Так, ну на второй. Ну, тоже штук десяток, не больше. Штук десяток, не больше. И комбикорм. Так. Такая вот труба у нас для груза. Комбикорм хреновый, надо отруби, он даже не растворяется. Ладно, это пока оставим. Потом вот остатки комбикорма досыплю. И опа-на! И будем сыпать отруби. Они получше. Так, ну и что? Надежда, конечно, у нас на маленькие ловушки. Здесь у нас штук 100-то есть по-любому, если не больше. Что, смотрим, что у нас влетело на маленькие ловушки. Ну, маленькие, как всегда, отработали лучше, чем большие. Так, штук 50 по-любому. Так, что у нас дальше? Что у нас здесь? Тоже штук 20. О, что там было? Лягушка или налимчик? Что-то я не понял. Ладно, разберемся. 20-ку руку я здесь точно совать не буду. Так, что у нас здесь? Тоже чутка есть. Штук 20. Ну и 4-я ловушка, которая у нас никогда толком не работала, потому что она
сломанные. На этот раз 2 малечка. Раз-два. Ну все. Дальше насыпаем свежий комбикорм и отпускаем обратно. На сегодня мальков точно хватит насадить. Даже останется, пожалуй, небольшой запас на следующий раз. И, конечно же, будем пробовать ловить ершей. Ну все, теперь кидаем комбикорм и на всех парах дуем прямым ходом на реку, на Печору, проверять наши палки. Нигде больше задерживаться не будем, ни на ершей, никуда. Проверим, а с живцами завтра разберемся. Попробую с раннего утра. Все, погнали. Так, друзья, мы уже на месте. Время уже, сейчас посмотрю специально, 33 минуты. Первое. Даже солнышко успели. Засветло приехали. Ну, конечно же, пока будем проверять, стемнеет. Сейчас проверяем этот верхний участок, который мы насаживали на нарезку. Потом едем в избу, оставляем продукты все там и едем на нижний участок. В общем, день сегодня предстоит нам трудовой, ударный. Хорошо, лед еще не сильно замерз, буквально сантиметров 7-8 где-то льда. Так что к часикам 8-9, надеюсь, справимся. Ну что, поехали. Так, что-то вроде дернуло. Ух ты, ух ты, ух ты, вот это язина. Еще один. Вот это экземпляры Енскеден. Вот это начало. Вот это монстр. Килограммовик, не меньше. Отлично. Вот этот обычный ясь по сравнению с ним в 2 раза меньше. Вот это кабан. Вот это он в 20-ку даже не влезает. Он загибается. Вот это начало. Отлично, друзья. Я уже рад. Здорово. Так, друзья, дошли до палки с тюрьмой. И сейчас мы часть малявок, часть живцов отсыпем. Отсыпем бутылочку, сделаем небольшой запас хотя бы. Так. На крючке. А на крючке у нас походу пусто. Ага. Пусто и крючки пустые. Кто-то был, но ушел. Так. Достаем воронку. Убираем лишнюю шугу, чтобы не забивало жабры. И вот так вот. Лягушка, не падай туда. Я тебя оттуда доставать не буду. Упала. Ну, упала так упала. А, вот он, наш маленький налимчик. Мы его отпускаем. Поймали в маленькой речке и выпустили печоре. Расти, малыш. И возвращайся. Так, ну а это, пожалуй, мы оставим. Этого должно нам хватить. Солнце село и начало быстро темнеть. Так. Что, есть, что нет? Не хотят нарезку. Вон, вся нарезка на месте. Не едят нарезку у нас. Печорская рыба — это не енисейская. Если у Костяна
нарезку кушают, то здесь ее не кушают. Ну ладно, будем наживлять мальками. Ой, бляха-муха, лягушка. Достал я, друзья, все-таки с бутылки этой лягушку. Если будет хороший улов, если будет трофейный налим, то закину эту лягушку или в озеро, или в реку, пусть живет. Ну а если будет хреновый улов, то наживлю вместо живца. Так что давай, работай, лягушка. Что-то запутала. Может быть, что-то даже и было. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что-то хорошее дергает. Язь. Сначала шло спокойно, а потом бац, бац, бац. Вон, это второй кабан уж такой вон. Вот он, язина. А? Я не знаю, на что он клюнул. На нарезку. Ну да. Получается, взял он на нарезку. Или что? Ну да, вот она. Вот она нарезка. Получается, ясь клюнул тоже на нарезку. Ничего себе. Вот такой монстр и клюнул на нарезку. Язь на язя клюнул. Вот это да. Жду налимого. Язи у нас тоже, оказывается, каннибалы и жрут язей. Чудеса так чудеса. Так, утащила куда-то палку, пока долбил. Сейчас посмотрим, что за фигня. Что-то есть. Что-то есть. Натяжечка есть. Небольшая, но... Вот это, вот это. Вот такой вот язь. Ага. Оказывается, язи нарезку тоже кушают. Второй язь уже на нарезку попал. 2 язя на малька, 2 язя на нарезку. Обалдеть. Вот колока начадива. На нарезку что-то скучновато пошло. На малька было веселее. Или нет налима, или он не хочет. О, язёк. И вот опять весь покусанный. Опять проплывала, видать, щука и хапнула его. Вон следы от щуки, от зубов щуки. Ясь пока живой, но он весь покоцанный. Как-то вот так. Оторвать она не могла, потому что я глубоко заглотил. Ну, щука, ты мне еще попадешься. Вот такая вот фигня. Весь покусанный. Так, пора уже одевать фонарик. Начало темнеть. Слабо что видно будет. Так, так, так. Что-то есть. Что-то идет. Язина. А я сказал, хоть что-то. И опять же он попал на нарезку. Так что
Если нет живца, вполне можно использовать нарезку. Язь. И какие язы-то идут на нарезку, вон. Здоровяки по килограмму каждый, вон. Монстры. Просто монстры. Не меньше килограмма каждый, блин. Просто нарезку надо поменьше, это слишком большой кусок. А вот если меньше нарезку делать, то вполне возможно. Но если, конечно, есть малек, лучше малек. Я думаю, малек вообще универсальная насадка, наживка. Его может вся рыба брать. Хариус, язь, даже сиг как-то у меня попадал. То нарезку, наверное, только... Я вообще думал только налим. Но налима нет, а язь берет. Будем знать. Бррр, малость околел. Усиливается ветер. И походу начало морозить. Потому что даже долблю и не успеваю согреваться. Так, что у нас? Пусто. Нарезку не очень-то и хотят кушать. Вон. Но хотят не хотят, но улов есть. Значит, если совсем нет живцов, вполне можно использовать и нарезку. Зато крупный язь. Так, осталось 2 палки. Будет, не будет пополнение. Что-то закрутило. Ну, сход, походу. Ага. Ну вот и крайняя палка на верхнем участке. И от того, будет ли здесь налим, зависит судьба вот этой лягушки. Налим будет, лягушка будет отпущена. Не будет налима, лягушка будет нацеплена на крупный крючок. Поехали. Здесь течение, палку колбасит. По этой причине оставил кусок льда, чтобы прижимало. Нету. Налима нет. Значит, лягушка, тебе не повезло. Не повезло. Отправишься вот на этот вот крючок. Малявку кто-то стыбзил. Так, сюда мы еще добавим 3-й крючок. Вот такой поменьше. На малька, чтобы надежде на хариуса, на язя. Малька сейчас у нас достаточно. Я все двойные добавлял вот такие 3-й крючок. То, что в избушке я вязал в прошлый раз. Это на 30% увеличивает шансы попадания налима, язя, хариуса, всего. Так, ну, лягушка не сумела. Целовать я тебя тоже не буду. Отправишься ты вот сюда. Так, где ты у нас есть? Ну, не повезло тебе сегодня. Налимы, я знаю, лягушек едят. Давай мы тебя зацепим за ногу. Да, хорош пинаться, все уже, поздняк метаться. Все. Вот так вот. За ножку тебе зацепили. Ну, поплавай. Посмотрим, что ты там наплаваешь. Наплаваешь ли нам налима. Ну все. Проверку закончили. Так. Палку колбасила. И чтобы рыба не унесла ее, вот. Теперь она никуда не уйдет. Так, ну что, пока батарейка не села, давай быстренько подведем
итоги сегодняшней проверки. Это по весу, это немного, ой, немало, поштучно меньше, чем обычно. Так, ну что, смотрим, что у нас попалось. Раз. Зато крупный яйца. Зато здоровяки все под килограмм. 2. Этот чутка поменьше. 3. 4. О, этот тоже под килограмм. 5. И это чуть поменьше. Короче, 3 язя под килограмм. Вот такие вот 3 здоровяка и 3 обычных язя. 6 язей. Вот такая вот картина Репина. Вот такая вот красота. Не пусто, и то хорошо. От нуля мы все равно ушли. И это радует. Ну а теперь мчимся на всех парах в избу. Греемся, заряжаем аккумулятор, обедаем и идем на нижний участок. Все, поехали. Рекламная пауза, друзья. Ну что, друзья, вот и настало время обеда. Хотя время на часах уже 17:24. А мы только... Не кричи. А мы только садимся обедать. Ну ничего страшного, половину дела мы сделали. Проверили верхний участок. Остался нижний участок и 7 палок еще ниже, который пробно поставили. Посмотрим, что и как там. Там глубина большая, течение, камни. В общем, глянем. Может, что и клюнет. Там я насадил больших окуней. В общем, ужинать мы будем еще не скоро. Так. И по этой причине грамулечку накатим мы чисто символически, потому что работы еще очень и очень много. И расслабляться пока рано. Буквально пол стопочки для аппетита, для сугреву. Хотя аппетит я уже так нагулял. На ужин у нас сегодня и завтра все будет у нас домашнее. Взял в контейнерах. Обедаем мы макароны с поджаркой. Подогрел на печке. Запах. Жалко, что не передается запах. Все просто обалденно. Приятного аппетита. Так. Полоска красная. Полоска белая. Сегодня в лесу я один, совершенно один. В избе после нас никого не было. Растопил печь. Поставил камеру на подзарядку, потому что на морозе садится быстро. На улице уже минус 15 градусов. Ветерок. Замерз. Вон, не раздеваюсь, потому что еще расслабляться рано. Аппетит нагулял конкретно. По дороге сюда видел Семена Ижемского. Такого где-то килограмма на 2,5, наверное, налимчика в мешке нес. Я у него спросил: Семен, на что ловишь?
Он говорит, ну, перемешку на малька, на ерша. Я у него спросил, где ерши ловят. Оказывается, до рассвета еще они идут. Там одна курюшка есть напротив Покчи. И вот пока темно, штук 10 буквально ершей, говорит он. Поймаешь 10, максимум 15. Светать начинает, все обрубает, и ерш не клюет. Так что если хочешь ершей поймать, вставай пораньше. Сегодня мы ершами заниматься не будем. А завтра с утра, возможно, попробуем. Сегодня верхний участок насадил все на мальков. Завтра уже есть надежда на хороший клев. Потому что даже на нарезку язя 6 язей попало. Язь, значит, есть, а налима нет. Или налим просто не хочет эту нарезку. Язь ведь попал буквально первые 2-3 часа. После того, как кровь, запах рыбы свежей вымоется, навряд ли что-то будет брать. В общем, нижний участок был насажен на мальков. Хотя там тоже надежды мало. Лед там толстый уже. Надо переставляться, просто все некогда. Сейчас посмотрим, что даст сегодняшняя проверка. Потом посмотрим, что нам даст завтрашняя проверка. И по итогам 2 проверок я уже определюсь, поднять или переставить, или что там, как там. В общем, работы очень много. Рыбалка на налима, конкретно на Печоре, это очень большая работа. Если на Енисее Костян продолбил лунку, майну или 2, черная дыра, как он говорит, поставил 1 перемет или 2 перемета и просто по 15-13 наливов на 1 перемет, также и на другой, то это да, это рыбалка. А то, что у нас на Печоре, это быстрее работа, чем рыбалка. И надо конкретно потрудиться. Не прокатит то, что как на Енисее. Продолбил майну и тебе на 1 перемет залетит налимом. Не, далеко не так. В комментариях пишут, да вот, поймал одного и радуется. Вот Костян, вот туда-сюда. Все реки, друзья, разные. Печора перед Енисеем, да. Насчет налима слабовато, намного. Но кто-то смотрит, как я, допустим, те же язей вытаскиваю и говорят, во, река-то какая, а? У нас такого нету. Так что не надо на Печору ругаться. В Печоре рыбы хватает. И мы ее обязательно поймаем. Вот. Ну а пока будем стараться. Не успел я, к сожалению, домонтировать фильмы с последней поездки, что с Иваном Григорьевичем ездили. Сделал 3 части. Сегодня выйдет 3-я часть. А 4-я, где мы поймали большого налима, и 5-я, завершающий день рыбалки, к сожалению, не успел домонтировать. И будет опять перерыв. Что хочу я вам сказать насчет комментариев. Да, на комментарии я сейчас перескочил, ответил на 2 крайних. Часть роликов остались без комментариев, это где-то около 8. Я про них не забыл, я к ним обязательно вернусь. Обязательно я прочту каждый комментарий и отвечу на каждый комментарий. Так что не думайте, что я просто так вот кинул эти комментарии без внимания и все. Нет, конечно, нет. Просто у меня физически не хватает времени. Не хватает. То, что я приезжаю, дома я сейчас был, получается, 2 дня. Первый день я отоспался хорошо, ночью приехали, получается.
часиков 10. Потом весь день разделывали с рыбой. Сделали консервы тудым-сюдым. И денек ушел на монтаж. Вот успел сделать 3 фильма. Все, больше не успеваю. Очень много занимает времени монтаж фильма и все такое. Был бы здесь интернет, я бы работал здесь, на месте. Но пока его нет. Посмотрим, когда придет узелок. Если будет все получаться, то будем работать здесь. Так, ну а пока у нас обед. Покушаю, попью чаю. На буксировщик. И поеду дальше проверять. Я так думаю, ужин у нас будет часиков 10, примерно так, не раньше. До встречи на реке, до встречи на проверке средних и нижних палок. Надеюсь, там улов будет интереснее. Все-таки там насажено было мальками. Все, кушаем, едем. Рекламная пауза.